Вот. Купила я себе вот такую ласточку. Добро пожаловать в мой дом. Долго к нему шел. Вот такая мечта исполнилась у меня сегодня. Это у нас Harrier, 2015 год. Пробега очень мало. Потом все расскажу об этой машине. На него буду снимать обзор. Такой красавец. Так, приехал к нам сегодня Honda Fit. Вариаторный вот такой красавчик. Работаем после праздников. Праздники кончились. Потихоньку выходим, делаем вещи. Сейчас у нас здесь дроссель почистили. Также масло поменяли, молигрин залили, хорошее. Машина недавно с Японии приехала, поэтому все обслужили. Сейчас будет ездить. Сейчас стоит на обучение дроссельной заслонки. Завершается. Ну а так вариатор обычный. Вот такой беспроблемная машина, в принципе. Вот такое табло у него уже тоже простое. То есть вариаторы к нам уже поехали тоже, не только гибриды. Вариаторные машины тоже обслуживаем, нормально все. У нас есть масло. Молигрин 5W30 есть. Можно даже обычные машинки какие-нибудь старых типов, ну типа Алионы заливать. Крузаки и все остальное. Есть промывочное у нас масло. Можем с промывкой сделать без проблем. Вот, что еще у нас? Ну, в принципе, у нас есть все для работы. Автохимия любая. Также делаем раскоксовки. Аппарат у нас висит, вот он. Всегда наготове. То есть это у нас специальная вещь, которая делает раскоксовку противодавлением. Вот. А так, комплектация у этого автомобиля богатая. Вот у него здесь стоит радар. Вот это вот стекло, это обозначает радар. Ну, а также у нас сейчас заедет еще один Fit Shuttle. Вот такой красавец. На масло тоже, на замену масла. Так, ребята, вот он дебют моего красавчика. В общем, на его примере я хочу показать, как можно мыть двигатель гибридного автомобиля. Такого видео я еще не видел нигде. Во всех гибрид-сервисах никто не пишет такие видосы. И люди, когда к нам приезжают, они все говорят: я боюсь мыть автомобиль. Вот. Сейчас мы покажем, как мы будем мыть вот этот автомобиль, потому что подкапотка очень грязная. Машину я как бы всю отмыл. По салону везде она вся чистая теперь. Прям это, как с автосалона, можно сказать, она вся чистенькая. Но двигатель, прежде чем его обслужить, мы будем масло сейчас в нем менять. Везде причем. В коробке, в двигателе, тормозуху. Ну, возможно, в контурах тоже поменяю тосол, антифриз сразу же. Скорее всего, я это сразу сделаю, чтобы потом у меня времени может и не быть. Вот. Ну, как бы так. Что мы сейчас сделаем? Сейчас нам нужно обесточить автомобиль, снять минусовую клемму аккумулятора и отключить чеку безопасности в Harrier. Чека безопасности, она у него должна находиться сзади под сиденьем. Вот. Вот такие вот дела. Все, поехали. Да. Багажник у него вот так открывается. Здесь у него должен быть аккумулятор. Вот это вытаскиваем. Сегодня Серега помогает мне. Это у нас новый работник. Будет масла менять и все такое. Так, аккумулятор. Ну, сейчас мы доберемся до аккумика. Он у него вот тут должен быть. Либо он там. Да, он там, по-моему. Я еще харьки особо не разбирал. Сейчас будем смотреть. Ну вот он, тут вот находится аккумулятор у него, оказывается. Все, Серега, 10-й ключик. Ну и чека безопасности у него вот здесь должна быть. Там лючок
за лючком. Вот ЧК безопасности у Харриера здесь вот находится. Сейчас мы будем ее откручивать. Все, десятку тащи. Сейчас этот тык-тык-тык. Все, ослабляй маленько. Сегодня будет крутое видео. Владельцам Харьков. Да и не только Харьков. Вообще мы показываем на примере Харриера, а так сделать можно абсолютно любой автомобиль. Вот она, ЧК безопасности. Ее, чтобы отщелкнуть, надо в бок, вот так, и на себя. Вот так. Болтик потерял, что ли? Вот, и на себя. Вот, все. Вытащили ее и положили. Все, у нас машина полностью безопасна. Она у нас обесточена. Теперь мы будем заводить керхер. Давай сюда поближе его. И все помоем. Ну, из компьютеров можно вот тут вот это место накрыть пакетом. Только компьютер. Все остальное не нужно. Ну вот, берем пакетик, накрываем наш компьютер хорошенечко, чтобы вода сильно не попала. Обычный пакет, этого будет достаточно. И плотненько вот так вот его закрываем. Все. Все, что касаемо остального, тут больше нечего такого бояться, чтобы можно было что-то залить. Чтобы оно, как бы вода, даже если чуть-чуть попадет, ничего в этом страшного не будет. Вот. Ну и все, ребята. Можно спокойно разводить химию. В принципе-то с ней походить даже. Ну, в принципе, все так понятно. Ну вот, наш автомобиль. Что делаем? Сейчас пока смачиваем все водой. Все смочили водой. Теперь подключаем химию. Шашка? Хочу. Снимай. Вот так, наверное. Угу. Так, поехали. Вот так вот все. Давай. Все, пусть стоит. Ожидается. Ну вот мы все полностью облили
Специальная химия для мойки моторов. Вот сейчас она постоит, поработает. Ну и потом будем все нормально смывать уже до чистоты. Все, а потом заведем двигатель, накроем капот, и он у нас постоит, поработает нормально, посушится. Вот и все. Ну все, химоза у нас поработала. Сейчас берем все это дело и смываем. С этой стороны. Вон пена. Вон пена. А? Пена. Где? А. Ничего страшного. Все, в принципе, хватит, больше заливать не надо. Фанатизма тоже сильно не нужно. Вот так пойдет. Ну все, по факту мы помыли двигатель. Сейчас надо будет все это дело маленько пусть стекет. По идее, бы по-хорошему, ну, продуть еще можно. Ну, она и так нормально будет. Сейчас двигатель сам все сделает. Вот гибрид моем таким образом. Конечно, электронику лучше отключить все, чтобы не было коротких замыканий. Она сейчас у нас постоит полчасика. Ну и будем это само заводить машинку. И посмотрим, будут у нас какие-нибудь ошибки или нет. Вот такой вот у нас идеально двигатель. Чистый получился. Сейчас Серега там закрутит все. Все, крышку закрыл. Накидываем клемму аккумулятора. Притягивай. Там протянулся, да? Вот. Запускаем машину. Ой. Все, ни одной ошибки у нас нету. Все потухло, все погасло. Заводим наш гибрид. Все. Вот мы и помыли двигатель. Ставьте лайк, ребята, кому нравится видео. По этому хорьку у нас еще будет много видео. На его примере я буду рассказывать, как надо ухаживать за своими автомобилями правильно. Вот. Ну тут что, сейчас пластик осталось натереть каким-нибудь красивым, ну этим, полиролькой. Вот эти пластиковые элементы все. И можно кататься, радоваться. Сейчас поменяем все жидкостя, масло сейчас сразу заменим. Фильтр поменяем. И все, в принципе, можно ездить, радоваться уже. А в коробке попозже поменяем. Постепенно.
движок сервисно поработает. Немножко это. Подогреется. Будем сливать масло. Купил я ему все эти фильтра. Вот эти вот. На Harrier идет AT17 PIA. Японский фильтр, хороший, качественный, дорогой. Ну и салонный фильтр будем менять, и воздушный фильтр будем менять. Фильтра, кому интересно, у него А1027, это у него воздушный фильтр, по-моему. А вот это у него салонный фильтр, это АЦ108. Кабин, нет, вот это Cabin Air фильтр, это как раз таки этот салонный фильтр, по-моему, да. А вот это просто Replace. Вот это, короче, этот воздушный. Воздушный чуть побольше должен быть. Вот такие вот дела. Сейчас будем менять масло. Заливать сюда моногрин. Налито плохое масло FQ. Никому не рекомендую это масло. Не знаю, почему хозяева залили в этот автомобиль FQ-шку, но мы как бы будем от него избавляться. Я не люблю это FQ, потому что были машины, Prius, когда он к нам приезжал с закоксованным двигателем. Всего полгода отъездил на FQ. Ну, ничего как бы говорить не буду, но мы не рекомендуем FQ. Все. Я вот заливаю Moligrin. Масло проверенное, хорошее, надежное. Я его буду и себе тоже лить. Как клиентам, так и себе буду лить Moligrin. Так, ну что, надо будет. Сейчас я задомкрачу. Не, я сам задомкрачу, без ума. Машина высокая, тяжелая. Нам надо специально эти попасть. Вот, попал. Сильно высоко не надо поднимать, он и так высокий. Все, хватит. Все, масло поднагрели. Глушим машину. Капот. Да, капот надо будет открыть. Хорошо, что тут ничего не надо, да? Раз и все, держит. Так, лампу не буду даже, наверное, делать. Что я тут делать? Подкапотка вообще у него удобная, крутая. Здесь вообще все удобно. Ну только дроссель там где-то находится. Дроссель чистить у него геморройно. Все остальное здесь в принципе удобно менять и обслуживать. Броня у него четкая. Защитка есть какая. Так. Вот, всем машины ремонтируют. Теперь пришла очередь свою смотреть. Здесь все удобно. Вот он, фильтр у него. Откручивается, вот он. Вот даже покажу. Вот он у него, пластиковый стакан. Здесь сливная пробка. Ну и как бы все, вот сейчас стекает все это дело. Тут, Серега, вот будешь знать, что фильтр вот здесь находится у него. Вот он, пластиковый стакан, как в приусах такой же. Со съемником работаем. Вот, ну а так нормально. Вроде бы по состоянию. Пыльнички, все новое. Здесь тоже все целенькое, все нормально, ничего делать не надо.
Берем наш тазик, сливаем. Тянка будет сегодня крутой. Да? Ну, 14. Хайдоку сейчас весело. С машины, со своей машины даже кайфово что-то делать. Вот так вот, раз. Хлоп. Книжку заведу, буду по книжке. Оп. Масло такое черное. Пробка паранитовая стоит. Нормально. Ну не совсем еще черная, но сами нахрен. еще хотя бы 1000 километров. Это дерьмо я солью. На FQ я ездить не буду. Пусть американцы на факью ездят. Так. Пробка у него удобно очень тоже. Сюда вот пробочка, эта воронка наша хорошо подойдет. Оп. Все. Движок вообще чистый как новый. Он и есть новый. 44 тысячи пробега у этого автомобиля всего. Движок вообще как практически как новый. Но если ездить на каком-нибудь дерьме и больше 5000 километров, то он не будет как новый. Поэтому я не буду до такого никогда доводить. Это автомобиль дорогой, и он мой. Я не буду доводить его до такого состояния. И всем вам рекомендую менять масло на 5000 и заливать хорошее масло. Они недавно его поменяли. Видно, что оно светлое. Оно отъездило 1000, наверное, не больше. И сколько литров тут? Четверка железно должна заходить. Но мне кажется больше. Если Больше? Prius заходит 4.2, сюда больше должно заходить. Я сейчас почитаем документацию. У него еще там такая скоба есть. Вот будешь знать, скоба, она пластиковая. Где-то вот здесь она, вот она. Ее вытаскиваешь, вот сначала скобу. Это как бы стопор. Он, в принципе, как бы нахер не нужен, но с Японии его ставят, ну и мы будем ставить тоже. А так, по сути, он на большой роли никакой не играет. Он, этот фильтр никогда не открутится. Его съемником даже тяжело снимать. Вот. Съемник здесь вот такой у нас. Стандартный наш тойотовский. Берем удлиняшку, потому что там неудобно будет. И, в принципе, как бы откручиваем вот таким. Коронку одеваем. Вот так вот. И поехали крутить. Вот так вот. Вот это мы сейчас будем мыть, отмывать.
Стакан надо хорошо мыть. Так, а где у нас карт-клинер был? Я его куда-то убрал же, да? Я не нашел. Нашел, да? Ну. А пока стопорни запись. Найдем сейчас. Вот он, фильтр такой вот на Харьке. Ну, как на Приусе, только побольше он стоит. Картридж. Фильтр, кстати, какой-то, знаешь, такое ощущение, что они при замене масла его ни хера не меняли. Старый какой-то стоит фильтр. Вот такой должен быть фильтр. В таком состоянии. Так, это что у нас тут? Резинку не поставили. Ё-моё. Тут резинка должна Да, маленькая. маленькая стоять. Все это дело хорошо отмываем. Вообще грязно. Ну, тут что хорошо сделано, видишь, как? Да. Можно и без съемника открутить. Ну. Кстати, решение прикольное у Харрера, потому что такого нету ни в одной Не. Тойоте другой. На Витсет ровно такой же. Да? Да. А вот в этом в Приусе нет. А, Там нету такой железной херни. Я не видел. вот это отдельно же вытаскивается вот это Но посередке. грязи много. Резиночку эту снимаем. Тут должно 2 фильтра быть. Две резинки. Вот в комплекте идет 2 резиночки. Одна одевается вот сюда, а вторая одевается сверху. Все, теперь мы его силикончиком делаем. Ставим сюда вот такой картридж и закручиваем. Все, готово. А, еще там надо промыть, Саш, стакан хорошенечко. От души помыл прям. Так. Все, прикрутил. И напоследок скобочку обратно А, вот. втыкаем. Вот и все. Опка, в принципе, нормальная. Вот это все.
паранитовая сделана. Паранитовая вот эта основа. Ой, еще сливается. Ну, сейчас будем читать энциклопедию, сколько заливать в этот мотор. Да. Так. Можешь вырубать пока. Вот Серега отливает 4 литра и 4 отмеряет. Молли Грин 0В20 премиум. 4 и 4 литра. 4,5, Серега, давай ровно. Да. Я сейчас чуть-чуть проливку сделаю. 100 грамм. Сливай. Записывай. Сейчас мы 100 грамм прольем, чтобы старое масло вышло. Вот так буквально. Хватит. Все, а я в этот момент слежу, какое масло выходит. Ну и грязное уже можно закручивать. Вот так вот. Чуть-чуть притягивать, сильно не надо. Вот и все. Сейчас мы машину опустим. Ой, масло у нас черное. Вот пока туда. Заливаем. Такое красивое масло. Вот и все. Мы заменили масло в гибридном Харриере 2015 года. Так что, хорьки, приезжайте ко мне все обслуживаться. Скоро будем вас всех обслуживать. Вот такая у нас красота получилась. Ну а что сейчас осталось? Включить машину, чтобы она немножко поработала. Ну и все. Все. Она заряженная. Работать долго не будет. На батарейке будет. Батарейка здесь в очень хорошем состоянии. Здесь процентов 90 батарейка примерно. Поэтому батарея держит четко. Все, масло в двигателе поменяли. Надо немножко долить будет сейчас тормозной жидкости, потому что у него не по уровню стоит. В инвертор чуть-чуть тоже долью. Ну и в принципе как бы пока буду так ездить, ну постепенно мы будем все показывать, что будем менять. Пока поменяли масло в двигателе. Следующая у нас замена масла в коробке. Вот. Ну и еще может что-нибудь поменяем. Посмотрим. Серега будет на этой машине изучаться. Тренироваться. Ну, ребята, всем пока. Как бы с вами был Гибрид Центр Якутск. На сегодня мы трансляцию заканчиваем. Сегодня выйдет интересное видео. Ставьте все лайк, обслуживайте свои автомобили. Любите свои автомобили.
машина должна быть всегда чистой. Это самое главное, я считаю. И эти машины стоят не таких уж дешевых денег, чтобы мы на них забивали болт. Я считаю так, что надо беречь то, что у нас сейчас есть. Потому что дальше может быть такое, что у нас не у всех будут возможности поменять машину или еще что-то. Надо за ними следить, беречь до последнего. Все, ставьте лайк. Doluma beriner boğulma diye kaderi küstek sanalak korsun bığılak sağa ayılgalak sağa alamay gönül göt gönül günan negar gönül gördür bu zirget kimin sahabın denengin gönül göt gönül günan negar gönül gördür bu zirget kimin sahabın denengin kırattan kehti bekke yürüdükten yürüdükke taksasata